успел, блядь. Но... Нет, я уже потом, я утром когда поехал, я этот завел специально с ключа, пошел. И он еще говорит, что это перед тем, как вставлять... Всем здравствуйте. Предыстория такова. Хозяин автомобиля стал замечать запах бензина в салоне автомобиля. А автомобиль Toyota Wish 2003 года рождения с двигателем 1ZZ. Причем запах есть, а следов бензина нет. И исключив попадание в салон бензина на обуви с заправки и протечек в районе бензобака, оставалось одно – утечка в подкапотном пространстве. При холодном запуске из-под Наташи, при осмотре увидели, что одна форсунка льет бензин. Но при прогретом моторе течь бензина самоустраняется, бензин испаряется и никаких следов, кроме кратковременного запаха в салоне не остается. Стало ясно, что нужно заменить резиновые уплотнители на форсунках и проблема решится. Но не все оказалось так просто. Для начала, отсоединяем разъемы форсунок, их 4 штуки. И не забываем скинуть клеммы с аккумулятора. Это уже третий съем, да, по-моему? Второй, почему? Нет, да, три, да. Отсоединяем и снимаем 2 патрубка с клапанной крышки, они будут мешать. С утра? Не знаю. Просто Саня говорил, что не дозванивается. Ну, в смысле, нет. Вообще хороший инструмент. Я такие себе специально купил, для чего-то не помню. В гараже валяются. Далее откручиваем 2 болта под ключ на 12, крепящих топливную рампу к головке блока цилиндров. Также откручиваем болт под ключ на 10, находящийся на торце головки блока цилиндров, фиксирующий крепление топливопровода. А у тебя разве не так было? Что-то сняли, даже нет. Вот этот болтик откручивать, он сложнее всего. Еще, что хотел спросить. Смотрите, если кольца залегают у нас... Внимание, вопрос. Как вот определить, что залегшие кольца или нет? Кроме как жора масла. Можно как-то определить? Ну, жор масла это вообще эти маслосъемные получается. Ну я говорю, Там же 2 компрессионных еще. А оно так и было? На этом моменте знатоки могут оставить свои комментарии под видео, многие будут рады услышать правильный ответ на этот вопрос. Да, потому что масло в цилиндрах, компрессия повышается. То есть выше нормы компрессия должна быть, да? Если кольца пизда, то значит компрессия больше. Я правильно понимаю, да? По идее, но это не факт. По идее, но не факт, блядь. Я спрашиваю по факту, это как оно? А мы не Факт это знаем. вскрытие покажет. Да. А так, то есть, ну, в смысле, так не определишь, Ну, получается. это как бы такое вот шаманизм. Просто что-то, ну не знаю, я сейчас еще, конечно, посмотрю, что-то мне показалось, что у меня... Он умеет кольца. У меня... Нет, на этом двигатель, блядь, и просто это, блядь, игра в жопу лучинка называется. И двигатель просто поменяли, нахуй, вообще. Будьте готовы к тому, что с рампы пойдет бензин под давлением. Не знаю, говорю, это я еще... Отодвигаем в сторону жгут проводки с разъемами для форсунок и вынимаем рампу со своего места. Вот знаешь, у меня как он это меньше, намного меньше стал после поездки. Просралось там все. Да. А? Да. Ну там чисто на бензине, блядь, и там постоянно на оборотах, там, блядь. Что, на газовый не заезжал? Не. Хуй, все на бензине. Так, что-то там осталось, да? 2 форсунки остались в головке, 2 на рампе, сути это не меняет. Себе туда заберу. Так. Блядь, все залито. Ну хоть промылось там хоть. Форсунки выходят без каких-либо усилий.
Так-то я первую взял. Тихо, аккуратно. Будьте готовы к неожиданностям. Не знаю. Давление. Давление. Компрессия есть? Есть. Блядь, сука, чё? И форсунки держат давление. Сейчас поеду с таким ароматом. Ваниль. А, вон они. Валера, будем вытаскивать, да, эти? Все меняем? Тем временем снимаем с форсунок старые уплотнители и заменяем их на новые, предварительно смазав их маслом. Я себе. Я и говорю, постоянно бензом воняет. А после того, как я свою течь устранил, заезжать бензом, блин. С помощью специнструмента вынимаем старые уплотнители форсунок из головки блока цилиндров. Простая здесь не площадочка, ничего, просто резинка. Слушай, Ну, такой у меня Деинсталируем вот оставшиеся форсунки из тела топливной рампы. Разъедает. У меня вот такие были, не знаю. Ну нам от твоей машины. И меняем верхние оранжевые уплотнители форсунки на новые, как показано на рисунке. Короче, он сказал, сначала в блок вставляется нижний, а не как мы с тобой делали. А, то есть сначала туда Сначала эти резинки уплотнители. вставляются, да, то есть промасленные все, то есть, ну, чтобы Ага. посмотреть там ровненько, чтобы вот именно маслом смазать, чтобы они ровно встали. А потом в них уже, а мы сделали с тобой как? А мы одели на форсунках. Да, и вот. Тщательно вычищаем посадочное место под форсунками. Ты, наверное, посмотрел на мой предмет. Вынимаем оставшиеся уплотнители и утилизируем Чисто их. еле залазит. А там я уже... Я вначале тоже давай, я думаю, как эти резинки оттуда выколупывать. Да. Капец, Не забываем короче, почистить блин, посадочное место под уплотнителями, дабы форсунка с уплотнителем встала ровно и без каких-либо перекосов. Вот хотя... Так, сколько уже, 10, да? Капец, вот здесь вот все удобно снимать на этом моторе, именно на этой машине. Может, лампу зажгем, ну? Наверное. Или ты еще пока видишь, я уже... Я пока еще Я вижу. почти уже... Зато на трейсе можно лампу не зажигать. Сейчас я всё раз. Вот это для этого. Потом... Проводя данный вид работ, будьте предельно аккуратны и внимательны. Скорость не гарантирует Давай, качество. Блин, ну мы делаем. Так, покладем. Это вообще имеет смысл вычищать туда? Ну, вообще, как бы грязь там не нужна. Ага, она вот. Я тоже боюсь, что она туда много нападает. Не, ну Саня говорит, что нижняя в принципе особо роли не играет. Говорит, если масло, бензин течет, бежит Он сверху. вниз, а он вверх уже не будет там. Нет, говорит, снизу ничего не будет. Она говорит, если будет только воздух подтравливать, говорит, если неправильно эта прокладка встала. Надо Ну, новые. все, лучше не чиститься уже. Надо опускать туда. Может, они не на ту модель дали? Ну, короче, они нифига не это. Неправильные. Уплотнители форсунок старайтесь подбирать оригинальные, либо известных фирм и брендов. В нашем случае они оказались оригинальными со второй попытки. Оригинальные уплотнители, монтирующиеся в верхней части ближе к топливной рампе, имеют оранжевый цвет. Нижние, черного цвета, с небольшим выступом в нижней части. УЕМ ничем не отличаются. Они, наверное, просто капец. 700 рублей. Почти на 900. Используя специнструмент, установите нижние уплотнители черного цвета выступом вниз в соответствующие места в головке блока Нет, цилиндров. ебали в этой, в тачке, блядь. Здесь я вот Вообще, я говорю, этот силовой предохранитель. Ага, у меня прямые. тоже. Да, уже какая разница. Прямые не надо тебе? И что-то пустить только. Я же по-любому свои шерстяные носки иду летом.
Прикинь, вот эти две коробочки стоят 20 тысяч. Блин, что там такое? 6 от самоката. Там такие Детские, ходник. Затем внедряем Вставляем в форсунки с рампу, уже да? установленными уплотнителями на них в тело рампы. Стараемся вставлять так, чтобы уплотнитель не закусило и при этом, чтобы у форсунки был небольшой свободный ход вокруг своей оси. только так, что, ну, помнишь же, как это так, Угу. восьмеркообразными движениями, чтобы она там внутри, я так понял, она там просто, пока резинка туда дойдет, Ага, она по-другому совсем ходит. Так. Чпыньк. А эти сколько стоят? Устанавливаем оставшиеся форсунки всё? в тело топливной рампы, используя тот же Вот принцип. блин, а. Ты купил? а? Со скидкой. Ну, 60 рублей там скидка, блядь, ну 600 рублей. Не, ну вообще просто 880 или 500. Там набор. А где средний? А выпускной коллектор сзади, да? Да вон он там, внизу. 490 тысяч. Ставим топливную рампу с форсунками на свое место, внимательно следя за тем, чтобы форсунки попали ровно в нижние уплотнители, которые установили ранее в головку блока цилиндров. Ну, ты просто сталкиваешься с этим. Не встала. А я вот пока еще не вижу. Проследите за тем, чтобы топливная рампа встала на свое место, ровно и без Что-то перекосов. тут летит, что он. Ну все же, вот смотри, сразу уронилось как надо. Все встал. Да. Ну-ка, потихонечку. прижми-ка этот палец вот сюда, на крепление. Вот так. Не, вот в это, вот здесь вот так прижми. Нет, у себя, у себя. Там ту проверь крайне. Шевелится. Проверьте, есть ли небольшая подвижность форсунок вокруг своей оси. Да. Все. В принципе, она уже, тут уже этот, мне кажется, должна сесть уже. Ну, в смысле, она уже по месту сидит. Мгм. По идее. Нашу понамешалась. Я думаю, это все-таки были Закрутите прокладки два хреновые. болта под шестигранный ключ на 12, Я притянув подкинул. топливную рампу к головке блока цилиндров. Момент затяжки 19 Так, ньютонометров. может быть, и удобнее будет, но так неинтересно совершенно. Лампа Когда камеру- ты все видишь, блин, ну какой это ремонт? Лампа как раз камеру закрывает. Ну все это. Болтик закрывает. Проверьте еще раз свободный ход форсунок, так сказать, во избежание. Тебе надо для тебя сделать переноску, как с шока более тугая. без этого кожи, чтобы она в шары слепила. А ему удобно. Ему удобно. Ну, сейчас вроде что-то Установите разъемы на форсунке, плотные до щелчка. Обязательно проконтролируйте этот момент, так как неработающая форсунка может нарушить нормальную работу двигателя. Как ты на этом патриоте ездишь, а? Ну так и мучает. Это же не домашина какая-то. Капец, реально мучаешься. У меня глаза чуть не отвалились А от у тебя этого чё? подогрева стекла. Ты как через на нее смотришь? А, ты от полосок, что ли? Но Нет, я что-то так... туман Поставьте на вглядываешь, место и два патрубка клапанной крышки и застегните хомуты. Давай сразу замотаем, Валера, если все... Ну, ты хочешь... Если патрубки повреждены, замените их на новые. Видно было? Так. Поставьте и затяните болт под ключ на 10, крепление топливопровода к головке блока цилиндров. Что там, война еще не началась? А где ты раньше был? Он просто создан для этого. Момент затяжки 9 ньютонометров. 10, 13, 14. Надо помыть фуник.
Подключите аккумулятор, присоединив положительную и отрицательную клеммы. В коробку Запустите двигатель. Если двигатель не запустился с первого раза, не переживайте. В топливной рампе еще нет топлива и бензонасос не создал давление топлива для нормальной работы форсунок. Не забудьте затянуть клеммы аккумулятора. Проверьте, нет ли подтекания топлива. Поздравляем! Ремонт успешно завершен. Это не для камеры, это я так пошутил.